Всем привет! Как вы знаете, на меня возбудили дополнительно 3 уголовных дела. Причем за возможные преступления, которые якобы были совершены 14 лет назад. О сути самих дел расскажут потом юристы, но уже понятно, что обвинения абсурдны и не имеют судебной перспективы, не имели, по крайней мере, в другой стране. Я же предлагаю вернуться на 16 лет назад. Я благодарен родителям за прекрасное образование, которое они мне дали. Я закончил школу в Москве, окончил МГУ, учился в аспирантуре в Российской академии наук. Имел все возможности работать в России, но довольно часто я слышал от моих российских друзей: ну что ты делаешь в России? Где твоя родина? В 2006 году я окончательно решил, что моя родина Кыргызстан. Родители были против переезда, но я был непреклонен. С тех пор я искал себя и возможности делать вклад в развитие Кыргызстана. Работал и на госслужбе, журналистике, открывал продакшн. Были времена, даже когда мы с женой жили во времянке в барачных условиях, не хватало на уголь и даже на молоко ребенку. Но даже при этом я не связывал свое будущее с какой-либо страной, кроме Кыргызстана. Каждый человек переживает разные этапы жизни, светлый, темный, и этот опыт жизни ничем не заменить. Я ни о чем не жалею. Эти годы были поиском себя, борьба с самим собой. Сейчас я знаю, ради чего я живу, и готов положить за это свою жизнь. Знаете, чем я отличаюсь от тех, кто сейчас открывает на меня дела и отовсюду устраивает травлю на меня и на нашу команду? Тем, что я не злюсь на них, не собираюсь мстить им, как они это делают, потому что давно перестал думать о своих личных интересах. Кто мне мешает, кто меня злит, кто меня обманывает, кто подставляет. Для меня это все на втором плане. Важно, что обманывает наш народ. Важно, что обкрадывает наш народ. Я знаю, что коррупция и повальное воровство – главный тормоз развития Кыргызстана. Я и наша команда будет продолжать бороться с коррупцией. У нас есть все шансы стать по уровню развития в один ряд с такими странами, как Сингапур, Малайзия. Но нам нужно побороть это зло. Власти же сводят сегодня счеты со мной. Этими уголовными делами они просто подтверждают нашу правоту. Чачалаган чин болот. Еще раз повторюсь, не хотите попадать в расследование, живите честно. И знаете, о чем я думаю? С Ташиевым все понятно, я ему мешаю. Но замешан ли Садыр Джапаров? Понимает ли, что это не просто рядовой случай, а откровенное давление на свободу слова, а абсурдные уголовные дела на Кактус Медиа, на Next TV? Не в подводной же лодке живет. Вы знаете, мы свободный народ, свободная страна. Свобода слова у нас в жилах. Она передавалась из поколения в поколение через Манасчи и Токмо Акынов. Истинными носителями свободы слова исторически являлись именно они. Пока коррупционеры и властимущие не превратили их в шутов, восхваляющих их на их же тоях. Я рад, что Болот Назаров в нашей команде. Мы реально возрождаем историческую роль Акынов. Я всем своим иностранным партнерам говорю, что Кыргызстан исторически свободная страна, и наш дух невозможно сломить гонениями. И сейчас переломный момент в истории Кыргызстана. Отстоим ли мы свободу слова в Кыргызстане? Или же будем знать только то, что нам положено? Будет ли развиваться Кыргызстан? Или же дальше будет разворовываться мошенниками и аферистами? Все зависит от нас самих. Но я абсолютно уверен, что мы будем жить в процветающей свободной стране. Свобода слова – это реальное достижение нашей страны, и за нее надо бороться. Урматтуу достор, биздин иликтөөлөргө өз салымыңызды кошкуңуз келсе, бизди Patreon'дан колдоңуз.